народную артистку Узбекистана, несравненную Юлдуз Усманову. Юлдуз, от имени наших коллег, наших слушателей, от себя лично приветствуем вас на земле Таджикистана. Здравствуйте. Здравствуйте, салам алейкум всем. Да. Скажите, заметили ли вы какие-то изменения в столице? Успели ли вы обратить на что-то внимание? Я в столице, пока вот час тому назад мы приземлились, но в Худжанте была. Вы знаете, я не видел там пятиэтажные дома, вот чтобы от жиру бесились. Нет, но в глазах народа, у людей спокойствие, радость, хатарджамбек вот это вот, да. И в городе очень чисто было. Я вот на это обратила внимание. Потому что у нас в Узбекистане очень чисто. Мы этим гордимся, по идее, да. Это обычно не каждый город, не каждая страна может чистотой. Кстати, как прошел концерт? Как вас приняли? Расскажите, поделитесь эмоциями. Как сказала, на концерт народ пришел весь нарядный, красивый. Вы знаете, 2,5 часа длился концерт, и они все до конца сидели, никто никуда не торопился. Мирахон пишет хороший вопрос. Здравствуйте, Юлдуз. Скажите, пожалуйста, как вы преодолевали трудности в своей жизни? Ну и, наверное, и преодолеваете до сих пор, потому что трудности они не заканчиваются. Чем выше, тем труднее. Конечно. Как? Каким образом? Я очень верующий человек, и не просто вслепую верю. Я всегда была услышана им, Всевышним Аллахом. Я когда прошу, Он всегда мне отвечает. Слава Аллаху. И я хочу сказать, пусть эти трудности будут, но после этих трудностей пусть будет галаба. Это самый вкусный момент. Если один человек хоть один раз почувствует галаба, он никогда не будет бояться трудностей. Вопрос у нас такой. Вернее, уже констатация факта, друзья, 24 и 25 мая жители столицы в стенах амфитеатра будут в эйфории. Вот, скажите, что ждет таджикского слушателя? Кто зачем пришел, то и заберет. Если вы пришли за любовью, вы получите ее. Если вы ищете другое от меня, то вы, конечно, можете не получить того. Я и на таджикском языке тоже альбомы выпускала. Вы только не думайте, что я получаю любовь таджикского народа. Я и отдаю эту любовь тоже. Я люблю этот народ. И для меня, несмотря сколько бы сложностей кирпичей не было бы там много на границе, для меня эти границы не существовали никогда. Я люблю этот народ. Наверное, поэтому я получаю такую любовь. Спасибо огромное. У меня чуть-чуть претензия к артистам, к музыкальному миру Таджикистана. Я не буду называть имена. Я очень многих артистов просила помощи. Все-таки, чтобы в ритмах помочь. Понимаете, что кровь, она другая. Вот этот ритм, то, что живет здесь. Мы просили помощи, чтобы нам помогали. Конечно, по поводу слов я у друзей получаю помощь кое-какую сейчас уже. Но по поводу музыки, они чуть-чуть, как сказать, энтузиазма, да, не хватает. Вот хайрат не хватает у них. Да-да-да, мы вам отправим лупы, мы вам отправим музыкантов. Есть очень много интересных инструментов в Таджикистане. Вот чисто национальные я люблю. Я всегда буду с вами, вы никуда не денетесь от моих песен. Иншаллах. Мы там особо и не убегаем, так что спасибо большое. Хочу всем пожелать счастья, здоровья, и чтобы между нами вот эта любовь, доверие никогда не терялось. Это самое главное. И пусть помнят, какие бы сплетни не пускали бы, Юлдуз всегда сохраняла не только свою честь, всегда за Юлдуз стоят ее мухлисы миллионы. И я буду беречь эту честь, иншаллах, до конца. Большая честь, на самом деле, сегодня провести с вами интервью. Я очень надеюсь, что оно первое, но не последнее. Аминь. Пусть так будет. Сегодняшние ученики, они вот так проходят. Это дуакали манчкама. Понимаете, что? Дуана Берасан, он ходит, раз мы чали Инстаграм, я знаю. Понимаете, что? Поэтому я не беру учеников. Потому что сейчас, в данный момент, с хорошими намерениями артистов мало. Артист выходит обязательно, он должен показать себя, понимаете, что везде. Артист, он должен быть круче вас. Артист должен почему-то показать вот это вот все. Неправильное направление идет. Ты сумел показать, что ты хороший психолог, что ты мост между народами и политикой, что ты мост между искусством, что ты можешь дардыге даво берген.
У народа есть своя боль. Понимаете? У кого-то мама, у кого-то хлеб, у кого-то болезнь, у кого-то, я не знаю, инвалидность, всякое бывает. Если ты сможешь хоть как-то песнями помочь, этот голос, думайте, голос есть у моя устаз Гавхар Ханум Рахимова. Вы знаете, слышите, Тамара Ханум Рахимова, Гавхар Ханум Рахимова, они сестры были. Это мои устазы были, это одни из устазов были. Она мне всегда, я плакала раньше, когда она сказала, вот, я была шагирдом, но я никогда шоколадку не получала, я дуа не получала. Она мне всегда говорила, ты поешь слишком много хочешь, голос есть и у ишака, ты попробуй петь вот душой.